Более 200 спортсменов из Московской, Костромской, Ивановской, Архангельской, Нижегородской, Тверской областей, а также Республики Тыва. Соревнования по вольной борьбе такого уровня впервые проходят на Ярославской земле. Юные спортсмены 2 дня боролись за призы и кубок мэра Ярославля. Для нас, для города, для столицы Золотого кольца это очень важно, потому что прошлый год показал непростые условия, фактически ничего не работало, только к концу года первые начали проходить подобные мероприятия. Сейчас, конечно же, мы с учетом выдержания всех мер предосторожности, связанных с коронавирусной инфекцией, можем проводить. И я желаю всем абсолютно победы, спортивного духа и хорошего настроения. Ярославль представили воспитанники 3 спортивных школ. Серафим Барков выиграл 2 поединка и вышел в финал. Говорит, помог опыт и наблюдение за соперником. Смотря какой соперник будет. Если он сильный, то надо посмотреть перед тем, как с ним бороться. Посмотреть, как он борется, и посмотреть его тактику. Еще один финалист Никита Кузнецов из Кинишмы раскрыл секрет своих побед. Я люблю брать с левой руки и люблю брать правую руку соперника. Подсаживаюсь на колени, беру правую ногу и начинаю бросать. А потом просто делаю переворот и забегание обратно. Переворот и забегаю. Я многие соревнования выигрывал этим приемом. Идея развить этот вид спорта в нашем регионе принадлежит Шервани и Васифу Гасановым. В 2010 году на Совете Ярославской региональной общественной организации «Лезгинская национальная культурная автономия» они подняли вопрос об организации в Ярославле Федерации вольной борьбы. Мы думали о том, чем занять молодежь. Один из членов Совета в числе нескольких мероприятий назвал, у нас очень много, говорит, людей занимаются вольной борьбой, молодежи интересно, давайте попробуем развить вольную борьбу в Ярославской области. У нас до того момента этого вида спорта не было. Мы подумали, олимпийский вид спорта вместе с греко-римской борьбой – это вид спорта, который больше всех медалей приносит в копилку сборной России. На самом деле, за такой короткий промежуток времени для олимпийского вида спорта очень большой скачок сделали в развитии во всех направлениях. И в плане достижений у нас ребята во всероссийских турнирах участвуют, побеждают, в призерах бывают там. Да? Это большое, огромное достижение на самом деле. Как говорят ребята, их заветная мечта – стать олимпийскими чемпионами. Международные летние игры – самые престижные соревнования для вольников. Поэтому на каждых состязаниях необходимо бороться до конца, проявляя свой характер и волю к победе. Славяне, и якуты, и калмыки – все очень сильные. Татары сильные, чуваши сильные, очень. Все мальчики молодцы, тут даже играет роль иногда не сила, не играет роль характер. Характер очень много влияет на спортсмена. Ярославцы показали отличный результат на соревнованиях, заняв практически все призовые места. А кубок мэра завоевал Серафим Барков как лучший боец турнира. Александр Захаров, Игорь Мосин. Новости города.